В эфире государственной телерадиокомпании «Альтерновости». В студии для вас работает Юлия Ценко. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выздоровели 1667 человек, сообщил начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Среди них в Бишкеке 654 человека, в Чуйской области 376, в Ошской 181, в Таласской области 66, в Нарынской 76, в Иссыкульской области 138, в Джалабадской 100, в Баткенской 50. В городе Ош 26. Всего за весь период выздоровели 14 776 человек. Подтверждены 1108 новых случаев коронавируса и пневмонии. За сутки зарегистрированы 42 летальных исхода от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. Из них 9 пациентов с коронавирусом и 33 с пневмонией. По республике зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 1108. Из них в городе Бишкек 323 случая, в Чуйской области 122, в Иссыкульской области 154, в Ошской области 217, в Баткенской области 61, в Джалабадской области 107, в Таласской области 70 и в Нарынской области 54 случая. Из всех 1108 новых случаев 336 – это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 и 772 случая – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. На 74-м году ушел из жизни общественный деятель Джипар Джекшеев. Ранее он был госпитализирован в Национальный госпиталь с коронавирусной инфекцией. В последнее время находился в тяжелом состоянии. Отметим, Джекшеев в свое время возглавил партию «Демократическое движение Кыргызстана». Был депутатом Джогурку Кенеша, председателем комитета по правам человека и этике госслужащих. В 2005 году после мартовской революции стал зампредседателя Госкомиссии по стабилизации ситуации. Являлся генеральным секретарем Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО, возглавлял наблюдательный совет КТРК, являлся автором 3 книг и более 100 статей о проблемах общественно-политической жизни страны. Был награжден медалью Данка и памятной медалью Манас-1000. Джипар Джекшеев будет похоронен сегодня, 21 июля, на Аларчинском кладбище. В Кыргызстан прибудет около 100 медицинских специалистов из России для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает посольство России. Как отмечается, согласно договоренности между президентами России и Кыргызстана, Россия окажет комплексную помощь нашей стране в борьбе с инфекцией. 21 июля в Бишкек прибывает спецборд Минобороны России с группой медработников, оборудованием и лекарственными препаратами. Они будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим кыргызским коллегам. Следом прибудет борт МЧС России, который также доставит большую группу специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Численность медицинского десанта составит около 100 человек. Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Медпомощь, как и ранее, представляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношение стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, отмечено в сообщении. Кыргызстанцы в России передали мэрии Бишкека препараты на 524 тысячи рублей, сообщили в столичном муниципалитете. Собрали средства и приобрели препараты общества «Табарман» и торговый комплекс «Садовод». Все организационные вопросы, логистику и транспортные расходы взяло на себя посольство Кыргызстана в России. Кроме того, из нашего посольства в России муниципалитету передали 100 упаковок препарата «Клексан», 100 упаковок гепарина, 100 канюлей и одноразовые шприцы. Помощь будет распределена на заседании городской чрезвычайной противоэпидемиологической и противоэпизоотической комиссии согласно заявкам городского управления здравоохранения, добавили в мэрии. МВД Кыргызстана осуществлен централизованный вывоз курсантов и адъюнктов, обучающихся в вузах системы МВД России. Данный вопрос был решен руководством МВД совместно с Республиканским штабом. 18 июля при содействии представительства МВД Кыргызской Республики в России осуществлен централизованный вывоз 95 слушателей из аэропорта Домодедово по маршруту Москва-Бишкек. Из них 91 курсант, 4 адъюнкта. Отмечено, что их дальнейшая подготовка по программам высшего образования и прохождение промежуточной аттестации будет осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.
15 медиков из Иссык-Кульской области с сегодняшнего дня пройдут полный курс реабилитации в пансионате «Алтын-Джай». С врачами встретился глава района Данир Иманалиев и представители МЧС. Все они чуть больше 2 недель проработали с коронавирусными больными в Бишкеке на передовой в борьбе с пандемией. После трудной командировки все в полном составе вернулись домой. Целую неделю медики будут находиться в здравнице на полном государственном обеспечении, а затем вновь приступят к своей работе. Все они, если снова потребуется их помощь, готовы вернуться в любую точку Кыргызстана. В городах Бишкек и Ош уже на этой неделе начнется строительство больниц на 100 койко-мест каждая, сообщил премьер-министр на заседании Республиканского оперативного штаба. Земельные участки под строительство, равно как и сами проекты, на стадии подготовки. Возведение больниц в городах Бишкек и Ош следует начать уже на этой неделе. Ответственным органом является Госагентство архитектуры. Минздрав ответственен за оснащение данных больниц необходимым оборудованием и подбор кадров, отметил Буронов. В ходе оперативного штаба было также озвучено, что простаивающие в регионах свободные здания будут перепрофилированы в больницы. Полномочные представительства правительства в областях совместно с Госагентством архитектуры в срочном порядке должны обеспечить ремонт таких зданий. В течение месяца они должны быть перепрофилированы в медучреждения примерно на 100 койко-мест. Из них 25-30 мест надо отдать под реанимационные блоки, подчеркнул глава правительства. В ходе заседания был обсужден вопрос подготовки дополнительных койко-мест в регионах. Премьер отметил недостаточную работу глав Иссык-Кульской и Джалабадской областей по данному вопросу. Советом по отбору судей на имя президента внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд Бишкека в связи с истечением срока их полномочий. С учетом представленных материалов соответствующих госорганов президент согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей. Изучив материалы по одному претенденту, дополнительно истребованные от различных госорганов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет. По 9 кандидатам на должности судей местных судов президентом страны изданы указы. Сооронбай Жээнбеков поздравил короля Бельгии Филиппа с национальным праздником Днем приведения к присяге монарха. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются многие страны мира и королевство Бельгия, мы верим, что народ королевства сможет противостоять нынешней пандемии. В то же время я хотел бы отметить, что Кыргызская республика готова к дальнейшему укреплению дружественных отношений с Бельгией, отмечается в поздравительной телеграмме главы государства. Президент пожелал королю Филиппу крепкого здоровья и долгих лет жизни, а народу Бельгии успехов и процветания. На выборах в Джугурку-Кенеш агитация будет переведена в формат онлайн. Кампания стартует 4 сентября, как сообщил зампредседателя ЦИК Абдыджапар Бекматов. К тем СМИ, которые будут аккредитованы и получат право на размещение агитационных материалов, избирательная комиссия обратится отдельно с просьбой предоставить больше, чем обычно, времени для дебатов и выступлений кандидатам и лидерам партий, поскольку проводить встречи с избирателями на стадионах теперь запрещено. СМИ для аккредитации в ЦИК должны подать документы до 23 июля. Что касается концертов и спортивных мероприятий, они запрещены законом, а не потому, что в стране сложная эпидситуация, уточнил замглавы ЦИК. Отметим, мы не единственная страна, где в этом году должны были пройти выборы. Так и в Сирии состоялись парламентские выборы уже 3-й раз с начала военных действий. До этого выборы там проходили в 2012 и в 2016 годах. В этом году их должны были провести 13 апреля, но из-за пандемии были перенесены на 19 июля. В СМИ отмечается, что парламентские выборы в Сирии в воскресенье прошли без серьезных инцидентов, а власти поддержали выдвижение кандидатов-христиан. Первая четверть нового учебного года будет проходить в дистанционном порядке, сообщила замминистра образования. Сейчас работает около 10 студий, которые снимают видеоуроки для первой четверти. Была разработана специальная методика для онлайн-обучения. Созданный комитет анализирует опыт Кыргызстана и других стран. Специалисты начали разработку онлайн-контента для учащихся. Также проведена оцифровка школьных учебников, которые размещаются на платформе kitep.edu.gov.kg для использования в дистанционном образовательном процессе. В тех регионах, где есть возможность организовать учебный процесс без угрозы для жизни и здоровья участников и учителей, на основании заключения санэпидемнадзора учеба может быть организована в традиционном режиме. В данное время в Министерстве работает экспертно-консультационный совет, состоящий из практиков-педагогов, экспертов и управленцев.
Анализируется опыт дистанционной формы обучения как Кыргызстана, так и других стран. Исходя из анализа данных, будут предложены несколько вариантов, в котором будут учтены и возрастные особенности детей, и учащиеся выпускных классов, это 9 и 11 классы, и в первую очередь безопасность учащихся и педагогов. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.